15 тысяч квадратных метров двухцветного тротуарного покрытия, 55 тысяч квадратных метров озелененной зоны лиственными и хвойными растениями, более 600 различных источников освещения, 10 декоративно оформленных искусственных водоемов и бесплатный Wi-Fi. Все это расположилось на 7 гектарах земли и будет уже в конце года ждать своих посетителей. Парк уже становится заметным украшением зоны вокруг главной достопримечательности города – башни Согласия и излюбленным местом проведения досуга горожан. Он будет оформлен в национальном стиле с учетом самобытности и характерных элементов ингушской культуры. Словом, все выдержано и со вкусом. Мы исходили из того, что эта часть территории прилегает к башне, которая представляет собой древнеингушскую башню, увеличенную в несколько раз. И, соответственно, хотелось бы подчеркнуть нашу идентичность, нашу принадлежность. Несмотря на то, что мы здесь реализовываем современные какие-то мероприятия, внедряем и живем мы в современном мире, но все равно очень важно не потерять себя. Не забыли учесть и современные технологии. Магаз – один из городов, который участвует во всероссийском конкурсе «Умный город». В рамках «Умного города» мы планируем здесь поставить малые архитектурные формы современные. Это будут и скамейки с подогревом, и фонари освещения будут энергоэффективные. Также будет вся эта территория обеспечена бесплатной сетью Wi-Fi. Будет здесь также обеспечено круглосуточное видеонаблюдение. Строительство парка началось еще летом. За этот короткий срок они проделали масштабную работу. Участвовало в постройке около 50 рабочих и 20 единиц специализированной техники. Бюджет составил 85 миллионов рублей. Растительный слой аяққиыз, чернозем вывести здесь, измалылы хамда аяққа, колор на твердого грунта дойти, где был без жагада была, есть местами до 80 сантиметров жаг была, ахметики живущие, полностью утрамбовка я, соблюдая все технологии, хакеща, метик, алхабизм был без, был хабиадиант, завершающий. Выделенные средства были собраны с разных проектов. 30 миллионов рублей они выиграли на всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», а остальная сумма собиралась из муниципального бюджета и нацпроекта «Городская комфортная среда». Новый парк занимает периметр башни Согласия по окружности и находится в центре административных зданий и жилых домов. Выбор геолокации был не случайным. Непосредственно перед участием в конкурсе мы должны были по условиям конкурса провести опрос жителей и выбрать территорию именно в соответствии с пожеланиями жителей города. Кроме того, благоустраиваемая территория должна была быть, скажем так, целесообразной к благоустройству. То есть это не окраина, не какая-то часть необжитая, а именно городская территория, наиболее востребованная. Словом, жители таким переменам не нарадуются, а вид со смотровой площадки восхитит любого туриста своим сочетанием симметричности этноузоров. По прогнозу, в конце он станет самым посещаемым парком во всей Ингушетии, в частности Магасе, и местному населению не придется толпиться на других аллеях города. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Джамалел Тамасханов, Новости 24.